Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарады. Як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час мы абмяркоўваем наши і не толькі наши падзеі ўсяго света з нашай выбітнай эксперткай, палітычнай аглядальнік ужо фактычна і адмысловы спецыяліст па міжнародных адносінах Роза Турарбекова. Добрый дзень, спадарыня Роза. Добрый дзень, Зміцер. Адразу пакуль мы не пачалі, бо як звычайна заслухаюся і забуду, просто хочу усім параіць, хто гэта не зрабіў до гэтага часу. Па-першае, паглядзець інтэрв'ю спадарыні Розы Турарбекавай на канале ТОК у наших калегаў. Выдатнае інтэрв'ю. Спадарыня Роза, дзякуй за добры аналіз і ўвогуле добры расповед, добрае інтэрв'ю. Раю усім паглядзець. Ну і безумоўна раю усім подпісацца на телеграм-канал спадарыні Розы Турарбекавай і YouTube канал. Вось я еш, тым больш, што я так спадзяюся, што пакуль яшчэ не вярнулася, но спадзяюся, ў хуткім часе вернецца на свой YouTube канал. Ну і не забывайте про YouTube канал Еўрарада. Подписывайтеся, націскайте на звоночек, расширвайте, каб як мага больш людзей паглядзела наши эфиры. Так, спадарыня Роза, няма часу доўга яшчэ больш вас рэкламаваць, хоць і хацелася б, але шмат тэмаў, якія варта абмеркаваць. Першая тэма — гэта безумоўна украінская аперацыя ў Курскай вобласці, а дакладней атрымліваецца военны напад на краіну удзельніцу АДКБ. І паводле документаў АДКБ астатнія чальцы гэтай арганізацыі павінны дапамагаць бараніцца ад гэтага знешняга агрэсара. Калі чакаць войскі Казахстана, Беларусі і іншы, Арменіі на Курскім накірунку? Ну, наверное, не дождетесь, как в том анекдоте, не дождетесь. Нет, потому что ОДКБ выстраивалась как организация вертикального порядка, где предполагалось, что это Россия в первую очередь, да, может высылать войска и так далее и тому подобное. Я так понимаю, что на уровне руководства в России, я имею в виду в Кремле, это еще и пока не идентифицируется как серьезная военная угроза. Если я, может быть, что-то уже упустила, был же введен, по-моему, режим чрезвычайной ситуации. Контртеррористичный. КТО, да, контртеррористическая операция. То есть здесь очень такое двойственное, я так понимаю, может быть, толкование, что это не военная угроза, а это террористическая угроза. Когда речь идет о террористической угрозе, то, по-моему, как бы это не равно военная угроза. Вот, это первое. Второе, навряд ли, как бы, даже Беларусь навряд ли будет принимать участие. Я имею в виду Лукашенко, конечно. А вот что в этой ситуации мне кажется важным, наверное, я думаю, военные эксперты об этом уже пишут. Вот с точки зрения, например, теории конфликта, это уже совершенно новая страница в этой войне. Перенос военных действий на территорию России. То есть перенос военных действий на территорию противника, да. Идет такое буквально расширение конфликта, территориальное, что, собственно говоря, можно было бы ожидать именно вследствие того, что этот конфликт затяжной. Конфликт, война – это затяжная, война ресурсов. И так как, видимо, Украина уже стала получать помощь, и Россия продолжает как бы осуществлять наступательные действия в Украине, вот они решились на такой ход. Вот, и реакция международного сообщества была вялой, я бы сказала так. Ну, что я могу сказать? Подрывая основы международного порядка, не жди, что ты можешь прибегать к этим нормам международного порядка. Это палка о двух концах. Вот теперь второй конец ударил по России, и как бы никто, собственно говоря, не считает это чрезмерным каким-то нарушением международного права, кроме самих русских.
Але калі ўсё ж таки да, тут ёсць такі момант, нават у гэтай сітуацыі Кремль Путін не назвалі вайну вайной, назвалі контр Ситуация. так. Ситуация. Мгм. Але мы можем прыгадаць сітуацыю, здаецца, у Казахстане, да, была сітуацыя, калі ўсё ж таки войскі АДКБ беларускія ў тым ліку туды скіроўваліся, чым яны там займаліся, якія там дарогі ахоўвалі, неважна, але ж ну нібыта была сумесная аперацыя, хаця там таксама пра вайну размовы не ішло. Тут все-таки могут как-то сыграць. Первое, по-першае, чем адрозніваецца, да, кейс Казахстана ад гэтага кейса, гэта тое, што такая як бы звяртаўся да ОДКБ, звяртаўся да Пуціна, і гэта быў такі адказ ад АДКБ. Я не памятаю, каб Путін звяртаўся да сваіх, як это по-беларуску будзе, хаўруснікаў, так? Да сваіх хаўруснікаў с падобнай, да, я не знаю, просьбой. Вот, это главное отличие. Второе, это то, что речь идет, конечно, все-таки по сравнению с территорией, всей территории России, это пограничье, это не угрожает напрямую власти Кремля. Вот, поэтому я думаю, и то, что они это не признают войной на своей территории, а всего лишь навсего ситуации, даже не ввели военное положение, уже свидетельствует о том, что они не собираются обращаться к ОДКБ. Но вот этот пропагандистский разгон в Z-пабликах – это одно, а как бы формальные причины, да, это совсем другое. Вот пока мое такое меркование адносна. Яшчэ у адпаведнасці, ну я не ведаю, можа быть с міжнароднымі нейкімі і ці дакументамі, ці ўвогуле як это ўсё разглядаецца. Вы спачатку адзначылі самага, што ну фактычна ну боевые дзеянні на тэрыторыі ядернай дзяржавы. Ну фактычна там контртэрарыстычная аперацыя, там ДРГ зашлі там ці што, можна по-рознаму гаварыць, але наколькі верагодна, што ядерная дзяржава скарыстаецца сваім ядерным арсеналам, каб вот ўсё ж таки гэтую сітуацыю вырашыць, ці можа быть адказаць нападнікам. Як там уже ж з'яўляюцца словы, што адказам на курскую аперацыю будзе удар ядерной зброей по, как это любяць казаць, центрам прынятия решения в Киеве. Очередной раз они решили ударить по центрам принятия решений. Ну так, если следовать их логике, они должны ударить по Вашингтону. На самом деле, это же в их представлении центр принятия решений разве в Киеве. Они же думают, что он в Вашингтоне. Ну, вперед, давайте. Что я могу сказать? Но это, конечно, все, ну, как это сказать, это шумный, этот информационный, понятный. Откуда он идет? Тут, конечно, что касается ядерной безопасности, на первом месте стоит безопасность атомной электростанции. И вот это вот то, что случилось с Запорожской атомной электростанцией, и что может случиться с Курской атомной электростанцией, это скорее как бы находится в зоне риска, чем использование ядерного оружия. Это как бы может породить вообще всякого рода иные как бы действия ответные. Это эскалация. То, что мы с вами наблюдаем, это эскалация конфликта. Это первое. Второе, мне кажется, что очень важно, это то, что вот это расширение буквально, да, театра военных действий за счет уже российской территории, это такая заявка на то, чтобы рассматривать Россию не как сильное государство, а как государство, которое не способно защитить собственное население. Вот, это такой удар в первую очередь по Путину и по пропаганде. Вот, люди, которые в Курской области, да, сегодня они убеждаются каждодневно и ежечасно в том, что государство, проводя, как они говорят, СВО, не способны защитить, не способны предотвратить такого рода атаки на Россию. Вот, и таким образом создается определенная история. Вот эта история, она в первую очередь, ну, помимо военно-стратегических и тактических задач, она, возможно, решает еще и другую задачу, связанную с подрывом как бы
авторитета Кремля в глазах, собственно, россиян. И пока это только одна история, но со временем таких историй будет становиться все больше, возможно, и из этого может складываться уже что-то другое. Это уже война на фронте пропаганды и так называемая информационная война. И вот это как бы эффект, да, он, конечно, мне кажется, даже гораздо более действенный, нежели чем военно-тактические война, возможно, военно-стратегические какие-то цели, задачи, которые ставили перед собой ВСУ, когда вошли в Курскую область. Яшчэ хацелася б звярнуць увагу на тое, што і МЗС России, тая ж самая Марыя Захарова, там і прапагандысты, і ўвогуле з'явіліся звароты з боку России у сувязі з тым, что вот какой-то неапраўданы дерзкий налет некие террористы здзейснілі на Россию, зварот до международной супольности, там ОАН, Совбез, каб яны вот осудили, выказали там заклапочанасць, вот дапамаглі, прыструнілі и так далее. Тут можно розныя там ўсё ж таки словы прыгадывать. Спрацуе? Нет, не спрацуе. Чаму? Вот что вот такое двуличное, вот это вот такое, конечно, да. Мировое сообщество это. Ну да, двуличное. Естественно. Они же сами говорили о том, что он ничто, Соединенные Штаты там правят бал, Вашингтонский обком и прочее. Ну что, вот вам, получайте. Ни одна резолюция, которая была бы инициирована Россией или даже совместно с Китаем, она не пройдет через Совет Безопасности ООН, потому что там постоянными членами являются Соединенные Штаты, Великобритания и Франция. Вот и все. Даже если они поставят это на Генассамблею, какую-нибудь там резолюцию против этого нападения, да, на Россию, вот, даже на Генассамблее будет весьма двусмысленное голосование, а некоторые и вовсе как бы просто не придут голосовать. И ничего это не решает. Вот и все. Поэтому, ну, пусть попытаются, потом будут интерпретировать, найдут каких-то там людей, чиновников и дипломатов из разных частей мира, там из какой-нибудь Африки или из Латинамерики, которые будут говорить: да, напали, ай-яй-яй, как плохо. Может, за что-то там проголосуют. Ну, ничего не случится. Кардинально эта ситуацию не поменяет. Потому что как бы в ответ могут сказать: ну, война же. Такая же война, как ваша в Украине. Ну и вот просто призовут к миру, и все. Прекратить огонь. Вот. Международное сообщество обычно поступает таким. Мы з вами безумоўна не военные аналітыкі, але ўсё ж таки вот гэтая ситуация с тымі 100-500 беспилотников, которые залетели с Украины на территорию нібыта там Беларуси, которых там системами залпового огня, пачуўшы пра што у военных экспертаў вочы вот такие вот зрабіліся, але тым не менш сістэмамі залпового огня пераважную большасць этих беспилотников збілі. Астатнія паляцелі там на Россию, але папярэдзілі Россию, каб яна іх суправаджала. По выніку, конечно, там і беларускі гаюн расказаў про тое, что ніякіх там залпаў не адбывалася, ніхто не страляў, нічога не збіваў. По-другое, нават з боку России не было, яны ж там любяць расказаць, что мы там вот збілі беспилотники, которые там кіраваліся там на та сама Красноярск, Москву, там яшчэ вот туды, куды вот Лукашенко отправіў гэтыя украінскія беспилотники, там оказывается россияне нічога не збівалі, ну прынамсі не паведамлялі. Ну гэта одно, але вот на каго это разлічана было, вот які сэнс вот, палітычны таких заяваў и вот гэтых казак? Ну, первая, конечно, цель пропагандистская. Как вы знаете, пропаганда, она не сильно, ну, как это сказать, разбирается в средствах донесения. Это очень характерно для Лукашенко. И в целом, как бы, все эти его сказки,
Ну, это там из той же оперы про вагнеровцев, которые там в лесу. Вы помните, еще тогда, в 2020 году, еще весной, летом была история, что вот где-то там они ходят. Потом они, оказывается, вышли, но только с другого бока. Ну, в общем, короче, эта история та же самая, сочинение очередное. Но это, конечно, пропагандистская цель, первое. Второе, это, конечно, рассчитана пропаганда не только на белорусского слушателя, но и на россиян, которые должны, по мнению рассказчика, поверить в то, что Лукашенко никого не предал. Потому что, как вы знаете, был буквально вот этот вот тезис везде расповсюджен, да, относно того, что о здраднике Лукашенко, о том, что все то, что здарилось в Курской области, это было, как это там, прямое следствие того, что Лукашенко отдал приказ отвести белорусскую армию от границы с Украиной. Вот это то, что этот тезис был раскручен этими самыми пропагандистами российскими. Вот, собственно говоря, такой ответ. Это все к вопросу об этих так называемых пропагандистских или информационных войнах, которые сейчас ведутся. И кто на это ведется, на кого это рассчитано. Но, к сожалению, я хочу сказать, под влияние пропаганды на сегодняшний день, особенно что касается темы оценки действий украинского правительства, белорусское общество очень сильно подвержено этому. Это то, о чем, например, говорилось в нашем представленном policy paper на сайте Ивенте. Автором является Филипп Беканов, но вот я его представляла, это policy paper относительно общественного мнения белорусов об Украине и об украинском правительстве. И, к сожалению, украинское правительство в соответствии с этим исследованием действительно оценивается именно в русле пропагандистских таких вот штампов. У белорусов в общественное мнение сложилось в большинстве своем именно об украинском правительстве, не об украинцах. Там есть разделение, да, к украинцам отношение позитивное, к украинскому правительству негативное. Это вот этот пропагандистский дискурс, он таким образом тоже и действовал отчасти белорусский, и, к сожалению, есть последствия. Поэтому, когда вы говорите, спрашиваете, на кого это рассчитано, вот на кого рассчитано, и это работает. Это к вопросу о том, что белорусское общество находится в вакууме, оно подвержено пропаганде 24 часа в сутки, оно поддается на эту пропаганду. И надо сказать, что у белорусского общества, как у российского общества, да, может быть, как и у многих обществ, не выработан иммунитет против пропаганды. Вот. Як вы думаете, ўсё ж таки, ну таксама пакуль што выглядаюць гэтыя яго гульні з вяртаннем беларускай там войска, танкаў, паланезаў, іскандераў да украінскай мяжы, як таксама ўсе гэтыя надзьмуванне шчок, паказванне прапагандзе і расійскім военкорам, што да я ж тут вот на ахове заходніх рубежоў і гэтак далей. Але ці не чакаеце вы ўсё ж таки, што пад ціскам пэўным ну можа быць эскалацыя на мяжы, На мяжы якой? беларуска-украінскай? Беларуска-украінскай. Не чакаю. Зараз я не чакаю. Я зараз не бачу, як бы, явных признаков этого нет. То есть не вот эти фейки, да, которые там распространяет даже первое лицо, а факты. И факты пока свидетельствуют о том, что на границе не происходит серьезных там передвижений, подготовок и концентрации войск. Возможно ли диверсии? Возможно, зачем это украинцам на территории Беларуси? А Лукашенко зачем это? Он же демонстрирует контроль на границе. Он может рассказывать о том, что есть атаки на границе, как с этими дронами, да, не настоящими, нереальными, которых не было, и которые кто может поверить? Только люди внутри Беларуси, которые уже подвержены пропаганде 24 часа в сутки, у которых с критическим мышлением проблемы большие. Вот. Но кто в это поверит, как бы эксперты? Никто не верит, и как вот подтверждается там мониторингом, не было никаких этих самых дронов, очередная пропагандистская чушь. Вот. А мы же исходим из фактов. А факты свидетельствуют о том, что ничего на границе такого не происходит, поэтому пока говорить об этом рано.
Когда мы увидим какие-то признаки, да, и когда военные эксперты, настоящие военные эксперты, которые опираются на реальные факты, будут говорить о том, что такая угроза уже есть, ну тогда мы с вами будем уже об этом. Ну але тым не менш вось гэтая прапагандысцкая навала, прапагандысцкая чуш, яна распаўсюджваецца і павялічваецца, і з нагоды того, што маўляў не бачна асабліва, і даже вот прадстаўнікі украінскае міністэрства обороны выступілі, сказали, что не бачна, каб там тэхніка подцягвалася беларуская выйшла прапагандыстка Боевая Лебедева, якая написала: то, что на видео танки без мангалов, вы такие наивные, что думаете, что мы покажем вам все, что перемещаем, куда и в каком количестве. Ну, далее я там про хохлядских паскуд там пропущу. Это как бы, видимо, стандарты нью лукашенковской журналистики. Але тем далее ідзе. Война — это новая реальность, и к этой мысли лучше привыкнуть. Ось гэта мяне зацікавіла. То есть пропаганда актыўна зараз спрабуе прывучыць беларускае грамадства до того, что яму давядзецца жить ва умовах войны. Но белорусская пропаганда, насколько я понимаю, этим занимается последовательно уже больше 2 лет. Вот. И в этом смысле нет ничего нового. Поэтому я пока ничего нового не вижу. Возможно, есть какие-то внутренние, как это сказать, не то чтобы противоречия, но определенные столкновения разных как бы дискурсов. И вот этот воинственный пропагандистский дискурс, он тот дискурс, который у него есть вот эти представители, они выполняют вот эту свою функцию. А что им еще остается, понимаете? Они другого не умеют говорить. В конфликтологии, когда я читаю, например, лекцию «Проблема восприятия в условиях конфликта», я начинаю с того, что вы удивитесь, уважаемые там студенты, но пропаганда войны дается легче, чем пропаганда мира. И вот этот тезис, он очень хорошо виден на наших пропагандистах. Мир пропагандировать гораздо сложнее на самом деле. Несмотря на то, что белорусы привержены миру, для белорусов мир является ценностью номер 1, тем не менее они руководствуются как бы, они продают свой пропагандистский продукт, тот, который они считают нужным сейчас продать. Вот. И это как бы укладывается во все остальное, потому что иначе как объяснить, что мы хотим мира? Вчера хотели войны с Украиной, Западом и так далее, а сегодня хотим мира. Как это объяснить? Когда надо будет объяснять, что, оказывается, Зеленский не такой плохой, что, оказывается, и Запад-то вроде ничего так, и с Европой нам вроде как дружить надо. Это же полная смена курса. Для этого как бы надо вместо пропагандистов надо привлекать экспертов. Тех, которые действительно понимают, что такое международные отношения. Но сейчас, видимо, не тот случай. Сейчас совсем другая атмосфера, внутренняя среда. И пока вот это то, что говорили, что возможно там оттепель какая-то там и так далее. Вот я как говорила, что это зигзаг. Вот это зигзаг пока еще. Нет никакого поворота. Пока нету таких вот четких свидетельств о том, что есть поворот. Если будет такой поворот, мы с вами это увидим на информационном поле, появление новых фигур, которые будут говорить немножко другие вещи. Вот. Пока их нет. Пока у нас, извините меня, вот это вот ад и черти. Вот чертовка очередная вылезла и несет этот ужас войны, ведет пропаганду войны буквально. Мы гэтую тэму про новыя фігуры і можа быть змену рыторыкі паговорым трошку пазней яшчэ, але завяршаючы можа быть гэтую тэму Украіны і курскай аперацыі, ведаеце, калі пачалася эта курская аперацыя, я адразу узгадаў такую выдатную фразу: добрым словом или рэвальверам вы можете дамагчыся значна большага, чым толькі добрым словом. Как бы, ну, прыпісваюць Аль Пачына гэта, хотя можа быть і не Аль Пачына, але сэнс-то ў тым, што калі
перад гэтым шмат размоваў шло пра магчымыя перамовы ўсё ж такі паміж Киевом і Москвой там пры розных пасярэдніках, ці не вот это вот здабыча как бы нейкіх аргументаў, так бы мовіць, каб не толькі добрым словам, але і рэвальверам прымусіць Россию да нейкага там замірэння. Да. Мы с вами как-то обсуждали, я говорила, что переговоры иногда даже провоцируют новый виток войны. Почему? Потому что стороны, которые, да, конфликтующие, воюющие между собой, перед тем, как сесть за стол переговоров, пытаются запастись как можно большим количеством аргументов. И они в этом смысле могут быть очень разные. Поэтому нередко перед новым раундом переговоров наблюдается интенсификация военных действий и все больше количество захвата тех или иных, да, важных объектов с целью, чтобы потом торг, да, что на что, баш на баш. Вот. И в этом отношении, да, вполне, абсолютно это было бы логично. Вот вельмі такія прыгожыя словы про тое, что мы там не павінны сябе паводзіць так, як паводзіць сябе вораг, тому что мы ж все ж таки лепшыя, мы ж там больш маральныя і гэтак далей. Але вот гэтую взять ситуацию, прыгадаўшы, як паводзіла сябе Россия на захопленых тэрыторыях Донецкой вобласці, там у Крыму тым же самым, правесці рэферэндум у Курской Народной Республицы, долучэнні до Украины, а потым гандаль. Я думаю, что до такого, конечно, вряд ли дойдет. Я думаю, что военно-тактическое или, может, стратегическое, я не знаю, тут как военные эксперты говорят, действительно больше цель заключается в том, чтобы отвлечь как можно больше, оттянуть, да, буквально, как можно больше российских сил с фронта в Украине. Я думаю, это и есть основная на самом деле задача. Вот такой проект, конечно, это, мне кажется, оно будет потребовало иных ресурсов в этих условиях. Ну, кто его знает, как он дальше пойдет. Я, честно сказать, не знаю. Со мной как бы гор Украины не делится своими планами. Вот. Но пока как бы все свидетельствует о том, что самое главное для украинской армии – это отвлечь и оттянуть, да, в Курскую область как можно больше российских сил, вот, с тем, чтобы ослабить давление, собственно, в Украине на фронте. Ну да, давайте звернемся яшчэ да унутрыбеларускіх, можа быть, падзеяў, тым больш што сапраўды апошнім часам там шмат нам подкинули тэмаў, і самая такая вось, ну как бы наша любимая тэма про тое, что як Лукашенко заявіў, что ну вам давядзецца, можа, прывыкаць да думкі, что будзе там с новым прэзідэнтам жыць. Вы коротко пракаментавалі гэта, что ізноўку там как бы там заигрывает, типа подманывая что-нибудь такое. Але вось сёння по загадзе, дарэчы, самого Лукашенко быў распрацаваны гэты законапраект, які ўжо фактычна пайшоў на разгляд дэпутатаў, дзе сярод іншага там змены у крымінальны і ў астатнія там кодексы, 8 гадоў пазбаўлення волі за пагрозы былому прэзідэнту Беларусі. То есть тут-то мы уже сёння маем там вот і палітвязняў, дзе там шукаюць за нейкія там пагрозы ці яшчэ што-небудзь у бок дзеючага прэзідэнта, а каб вот уже цяпер задумываліся пра тое, як жа ж абараніць былога ад народнай любві беларусаў. Это можа быць пра нешта ўсё ж таки сведчыць? Ну, мечты о транзите, да, мечты о транзите, о том, что он сам добровольно откажется от президентской власти. Я могла бы это допустить в случае, если ему совсем было бы плохо физически. И вот эти вещи как бы тогда были бы оправданы. Возможно, такой законопроект специально и принимается, чтобы подтвердить, что его слова – это, извините меня за выражение, не фуфло. Вот, и с тем, чтобы как бы укрепить людей в мысли о том, что такое возможно. Но теперь вопрос, возможно ли на самом деле это? Мой ответ остается пока прежним.
Это пока на сегодняшний день является не такой прямо четко ясной перспективой. Сложно представить себе, чтобы Лукашенко сам добровольно, будучи в сознании, отказался от президентского кресла, совершил бы вот этот акт буквально, да, воли над собою и подписал бы указ о собственном уходе в отставку. Как-то там невозможное возможно, всякое возможно и так далее и тому подобное. Мне все еще это представляется крайне маловероятно. Вот, поэтому пока вот оставим это на, как бы, на его, все эти его, знаете, все эти его заявления, мне все время, у меня перед глазами стоят вот эти кадры из вот этой знаменитой, да, киноленты «Иван Грозный». Вы помните, да, когда Иван Грозный, это известный там случай, когда он уходил в монастырь, да, вот хотела типа отречься, он уходил в монастырь. А все чем закончилось, вы помните, да, что там народ шел, вернись, царь-батюшка, там, мы без тебя никак и так далее и тому подобное. Вот, и он возвращается и разворачиваются еще более лютые, да, те самые казни. Вот я на Лукашенко смотрю, и мне все время перед глазами все эти вот эти примеры, да, что вот ему так хочется услышать, наверное, чтобы народ кинулся в ноги, сказал: "Ну куда? Ну-ка на кого ты нас? Мы не можем привыкнуть к этой мысли. Мы не можем допустить этой мысли". И я бы на месте чиновников, которые окружают Лукашенко, бы так и делала. Потому что на самом деле, с моей точки зрения, это еще и проверка на лояльность. Вот, как бы в этот момент, они должны буквально пасть на колени и сказать: "Да на кого ж ты нас покидаешь?" Вот, а если они этого не делают, они рискуют. Они очень рискуют. Хотя я думаю, что они, конечно, задумываются над тем, что будет дальше, глядя на его, не очень хорошую физическую форму, она все еще такой остается. Но как бы при этом он все еще остается в сознании, он еще как-то там сам передвигается. Это означает, что до отказа от власти еще далеко. Ну фактычна тое ж самае, вот пра што вы кажаце. Ну ўжо можа быть так, вот першыя прыкметы вот гэтага тренда былі падчас гэтай сустрэчы, дзе ён казаў про тое, что вы павінны там зрабіць над сабой высілкі і пачаць прывыкаць да думкі, что мы вот без яснага сонейка-то будем. Тут же выскочила женщина-пенсионерка, которая сказала: давайте срочно менять конституцию, чтоб президентом Лукашенко был пожизненно. Я прошу пробачения, а теперь что, не так? Ну, она молодец, я хочу сказать. Она правильно уловила настроение. Она вот, ну еще надо было пасть в ноги, мне кажется. Вот классика жанра была. Нет, вот гэта Наталья Эйсмонт ёй не подказала зрабіць. Эй, ну, еще надо шлифовать картину. Любители, блин. Еще пока до профессионала бы далеко. Тут надо было пасть на колени, молить и говорить: да не можем мы привыкнуть, да, Александр, смилуйтесь над нами. Как мы можем привыкнуть? Это же невозможно. Как такая дикая мысль может прийти кому-то в голову? Вот, но что-то как-то, но тоже неплохо, тоже для начала неплохо, неплохо. Это все к вопросу о культе личности. Чего он ждет? Он ждет вот как бы признания того, что без него никак, и что даже сама мысль может быть невыносима. Но гэта ж павінна, ну неяк, я не ведаю, взрощиваться вот гэтае такое вот культапачытанне там ці яшчэ что-небудзь. Это ж не само вот сёння мы былі такія спакойныя беларусы, якім ну прыехаў, ну маладзец, там нешта там не прыехаў і дзякуй Богу, что не прыехаў, да такога, что там уже на колени падаць. Это ж павінна там, я не ведаю, что як это адбываецца, что павінна здарыцца. Ну, посмотрим, какая будет реакция, посмотрим. Я думаю, что кто-то, может быть, и говорит так, ну, не в такой форме, не в такой прямо радикальной форме. Вот, но эти его заявления, они не носят такой вот, с моей точки зрения, серьезный характер. Ну, а принятие этих законов
Там разные всякие могут быть этому объяснения. Давайте подождем, увидим, что будет к 25 году. Вот, это целый год, послушайте. Ну, хорошо, не год, полгода, да, там, по-моему, до лета должны провести выборы в обязательном порядке. Вот, ну, давайте подождем, посмотрим. Других признаков передачи власти, подготовки транзитного периода я пока не вижу. Не вижу. Конечно. А прыкметы того, что Лукашенко, ну як бы это ни было, але ў сваём стыле уже распачаў перадвыбарчую кампанію ёсць? Да, похоже на то. Ну вот, например, что касается смягчения статей Конституции по этим так называемым наркотическим, да, делам, там, какая статья номер там 320, забыла какая. 328. 328, да, смягчение. Это уже кампания. Это уже кампания. Это он пытается какую-то позитивную повестку ввести. И ну, Эйсмонт, видимо, начинает действовать. Я так понимаю. Дальше там посмотрим, что будет дальше. Какие еще плюшки он предложит обществу. То есть не только это, как его кнут, да? Какой пряник еще будет? Посмотрим. Но это да, это похоже на подготовку кампании. Дарэчы, вось прыйшлі навіны про тое, что оказывается, ну там такое сур'ёзнае шевеленне і актывізацыя на дыпламатычным міжнародным узроўні, новыя паслы прызначаныя, Зімбабве, там Індыя, там яшчэ там нейкая вот такая вот краіна першага свету у там трэцім там у дальняй дузе. Гэта вот як вы оцениваете вот все гэтые налаживание контактов? Не знаю, я думаю, что, может быть, это Рыженков сейчас пытается ставить своих людей, может быть. Ведь, знаете, у МИДа есть свои так называемые критерии эффективности работы посольств. Эти критерии эффективности в свое время в первую очередь учитывали рост экспорта и цифры, да, вот эти вот связанные с ростом экспорта, они как бы подтверждают или опровергают, да, как бы вот эти отчеты. Послы отчитываются, соответственно, да, что они там смогли добиться в стране как бы пребывания. И на основании этого принималось решение либо там о сокращении, либо о том, чтобы посла менять. Но посла меняют, как всегда, в основном это в соответствии с порядком. То есть там он должен побыть какую-то каденцию. Каденция послов обычно, как у белорусских послов, это 3 года. И каждые 3 года необходимо либо там подтверждать, продлевать пребывание посла, либо уже отзывать и назначать нового посла. Я думаю, что это такая работа, по крайней мере, с этим связано. Так что никаких изменений во внешней политике серьезных нет. А вот если будет возврат послов в европейские страны, это уже другая история. І тут, можа быть, вернемся да калі міжнародная повестка да ну магчымых там перамоваў, не перамоваў з Польшчай і сітуацыя там спробы вызваліць Пачобута. Тут я уже нават кажу, с аднаго боку з'явілася інфармацыя в Жэчпасполіта про то, что Пачобута, оказывается, выказываў готовнасць з'ехаць з Беларусі, калі ўсё таки пытанне будзе стаяць про яго вызваленне з-за кратаў. С аднаго боку такая інфармацыя, з другого боку мы бачым ізноўку там под 200 спробаў толькі вось за гэтыя выходныя ізноўку нелегалаў перайсці беларуска-польскую мяжу. То есть нейкая такая чарговая, ну не скажешь, что уже моцная накрутка, але і спаду таксама не відаць. Вот тут ёсць это связано вот нейкім чынам і та інфармацыя і вось гэтыя спробы с перамовамі і наконт Пачобутай і, может быть, ввогуле по адносінах с Польшей? Я думаю, что переговоры пока зашли в тупик. Вот о чем может это свидетельствовать. Это только мое мнение. Оно ни на чем не основано. Оно основано только на той информации, которую мы все читаем.
освобождение не состоялось, договориться значит, не смогли. Соответственно, возобновились атаки на границе. А так как перекрытие транзита не произошло, вот, то, значит, и продолжать атаковать границу можно. Уже не говоря о том, что Кремлю надо доказывать, что все-таки мы не собираемся с поляками договариваться. Это еще один момент во всей этой нашей двусторонней, да, как бы игре между Беларусью и Польшей. Это игра на самом деле не на двоих, а на троих. А еще и иметь в виду надо Китай. Китай же не может 24 часа в сутки все время наблюдать за ситуацией. Вроде как должна была урегулироваться ситуация, вроде как сдвинулось там все с места, вроде как грузы идут, никакой вроде такой серьезной угрозы нет. А что китайцам почему-то? Чё? И количество мигрантов, которые эту границу польскую атакуют, им тоже все равно. Для них грузы главное. Грузы идут, окей. Мгм. Вы сказали про тое что можа быть про нейкія там спробы там ці жаданне змяніць унутраную сітуацыю атмасферу будзе з'яўленне ну нейкае і на прапагандысцкім узроўні нейкіх там новых людзей з новымі месенджамі і можа быть там можа быть у палітыцы вот якіх вот посылаў варта чакаць і калі ўжо толькі пасля ўжо этой так званой электаральнай кампаніі 25-го года і да якога ўзроўню вы ўсё ж таки чакаеце нейкіх зменаў? Я думаю, что если уровень смягчения, да, или там квазидиалога какого-нибудь, да, если мы это увидим, такой вот зигзаг, да, более длинный, нежели чем последний зигзаг, как говорится, вот, то как бы серьезного смягчения ситуации, мне кажется, не стоит ожидать. Но тут вопрос ведь еще и в другом. Тут вопрос в том, что на Западе ему не верят. Он должен предоставить им такие какие-то гарантии, свидетельства и аргументы, которые бы их убедили в том, что можно с ним иметь дело дальше. Вот. Поэтому пока ситуация выглядит достаточно неопределенной с моей точки зрения. Что касается месседжей, то основным автором месседжей должен быть он сам. Это первое. Второе, как правило, таким человеком должен являться министр иностранных дел, конечно. Вот. Но про новые лица, которые я говорила, да, в инфополе, когда они должны появиться, ну, тут уже я не знаю, кто должен появиться. Вот. Но снова войти в воду 15-16 года навряд ли удастся. Я думаю, что это повторение такого сценария уже маловероятно. Ну а ў любым выпадку калі вот ну умоўна сказаць но вызвалілі палітвязняў Дзякуй Богу ну нібыта там прыцішылі рэпрэсіі уже не хапаюць кожны дзень там по там колькі чалавек не судзяць кожны дзень не з'яўляюцца новыя палітвязні і гэтак далей гэтага няма. Але што ёсць вот наўзамен якое вяртанне он што верне недзяржаўныя арганізацыі што верне незалежныя СМІ ён што вот як вот чаго чакаць якога ці разлік на тое што ўсё ж таки вот калі ну умоўна кажучы сцішацца гэтыя рэпрэсіі то тое што ёсць оно паступова будзе змяняцца адрастаць там неяк вот на што самое главное, на что могут отреагировать Берлин, например, Вашингтон. Самое главное, на что они могут отреагировать, это политзаключенные ядерное оружие. Самый мощный был бы месседж. То есть отказ от ядерного оружия, но навряд ли, потому что это дело тогда касается Кремля. Вот, то есть это должно быть в совокупности решено в рамках новой политики разрядки напряженности. Вот. Либо массовый выход политзаключенных. А теперь посудите сами, возможно это или нет. Я не знаю.
Может быть, постепенно партиями будут и перестанут хватать снова. Вот. Но насчет НГО навряд. Это прям навряд. Чтобы, например, Еврорадио вернулось в Минск при Лукашенко, Змитер, как вы думаете, возможно такое или нет? Вот. Но отпуск политзаключенных – это возможный вариант, возможный сценарий. Но на что бы, как бы, я бы сказала, купились бы, да, например, в Берлине, в Вашингтоне, в Брюсселе, это массовое освобождение политзаключенных и ядерное оружие. Отказ от ядерного оружия. Возможно или нет? Насчет ядерного оружия, еще раз повторюсь, тут нужно иметь в виду, что здесь будет позиция России и Кремля. Это процесс гораздо более такой широкий. Вот. Это не с Лукашенко будет обсуждаться. Вот. А что касается политзаключенных, это в его власть. Он это может сделать. Вопрос, хочет ли? 18 человек это очень хорошо было. Это первая ласточка была. Я уже говорила об этом. Но это мало для начала диалога. Прямо совсем ничто. Надо отпускать партиями и всех. И при этом договариваться о том, что вот мы будем всех отпускать шаг за шагом. И это может стать началом диалога и договора какого-то. Ну, условного договора. Да? Пока я так вижу ситуацию. Если к возможности. Ну, на самом деле, я достаточно скептически. Ну да, але у дадзенай сітуацыі ўсё ж таки, ну я не ведаю, гэта чакаць, гэта павінна быць ініцыятыва самого Лукашэнкі, ці гэта захад можа быць там, вот можа быць там мы з вами там заходнім палітыкам подскажем, Ціхановская с Латушкам зменяць рыторыку, яны яе паслухаюцца і пачнуць нейкае там іншыя месседжы Лукашэнку прысылаць, а Лукашенко прыслухаецца і пойдзе працэс. Вот як? Нет, он должен. Там же четко в этих, помните, когда освободили на 18 политзаключенных, на самом деле, может быть, их было не 18, а чуть больше. Вот, когда освободили 18 политзаключенных, какие делали заявления? Заявления делали следующее. Мы приветствуем и внимательно наблюдаем. Вот это вот наблюдаем, что дальше? Мы ждем. Мы поняли, вы нас пытаетесь пригласить на разговор. Мы ждем. Но это не приглашение, не приезжайте к нам, давайте на чай, давайте поговорим. Нет, тут имеется в виду, мы ждем следующих шагов. 18 – это мало, отпускайте больше, чтобы мы убедились в том, что у вас это не, как бы там, не зигзаги маленькие, например. Но это я уже как бы на свой язык перевожу. Вот, поэтому они тоже дешево не будут, как это говорится, на дешевые трюки они не купятся. А это не то чтобы дешевый трюк, это вам мало, просто мало. И главное, они 18 выпустили, а сколько они взяли? И сколько в тот же день или там на следующий день было признано политзаключенным? И что, цифра не меняется? Я читаю навіну на тэлеграм-канале праваабарончага цэнтра «Вясна», выставленая на вось буквально 10 хвілінаў таму. Цытую: праваабаронцы атрымліваюць сведчанне таго, што апошні час палітвязняў масава прымушаюць пісаць прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі. Гэта адбываецца ў розных месцах няволі ва ўсёй краіне. Таксама ў апошнія тыдні актывізаваўся Юрый Воскресенскі. Ён тэлефануе родным палітвязняў і распавядае ім пра умовы і акалічнасці памілавання, агітуючы за тое, каб іх сваякі за кратамі пісалі прашэнне на імя Лукашэнкі. Можа быць, вот как бы таким чынам вот ужо рыхтуецца глеба для чарговага некага такого памілавання, наступнага кроку? Может быть. Может быть. Ну, нам недолго ждать придется, правда ведь? Мы достаточно быстро убедимся в том, что это правда это или нет. Ну і на завяршэнне нашай размовы, як звычайна ўжо па традыцыі, давайте, можа быць, закранем, што адбываецца ў дэмакратычных сілах.
апошнімі днямі неяк так актывізавалася. Ну я не ведаю, ці падыходзіць тут слово супрацьстаянне, але ну вот нейкія выказыванні таких прэтэнзій, незадаволенасці з боку фракцыі беларусы у Координацыйнай радзе. Найперш гэта тычыцца Кныровіча і Егорова, приписали сюды і Прокоп'ева. Ну правда, Прокоп'ева, правда, ён маўчыць в інтэрв'ю, нідзе не з'яўляецца, но але под подпіс поставіў у дачыненні да вот Святланы Тихановскай і таго, что якія документы былі прынятыя на канферэнцыі, як вот это все пазіцыянуецца, маўляў, вот ну как-то неправільна кажуць беларусы, фракцыя беларусы. Як вам падаецца, гэта не вот сапраўды нейка можна опісваць словам там супрацьстаянне, ці пачатак супрацьстаяння, там ці канфліктная сітуацыя, ці што, вот як это вам бачыцца і да чаго это можа прывесці, і ці нармальная, ці ненармальная гэта з'ява такая? Да, но это как бы продолжение конфликта, да, в Координационном совете между меньшинством и так называемой коалицией большинства. Это продолжение того, что сказал Андрей Егоров на конференции «Новая Беларусь-2024» о необходимости смены подходов, новой стратегии, принятия новой стратегии. И что-то подобное должно было произойти, потому что мнение меньшинства не учитывалось, игнорировалось, меньшинство подвергалось постоянному буллингу, охаиванию, почти на уровне, скоро до клеветы дело дойдет. Вот. Особенно те приемы, которые используют, например, Блок Латушко, лично Павел Павлович, да, в своих речах обвинительных, да, прямо такие с прибеганием очень некрасивых аналогий. Вот. Это все не может оставаться безответным. Это должно было закончиться как раз такого рода выбухом, да, буквально. Является ли это нормой? Это не норма, это закономерный результат. Вот. Это закономерный результат того, что большинство не слышит меньшинства, считает, что оно должно просто заткнуться и удовлетвориться своим положением, никаким нулевым положением, вообще отсутствием возможности влиять каким-то образом на ситуацию. Вот. Это первое. Второе, это, конечно, к сожалению, как и я и говорила, это еще и отражение кризиса целеполагания. К чему мы на самом деле идем? Каковы наши цели в ближайший год-два, а какие наши средства достижения этих целей? Ответы на эти вопросы мы так и не получили на конференции «Новая Беларусь-2024». Я лично не получила. Платформа 2024, она не выглядит как новая стратегия, если честно. Она выглядит как достаточно конъюнктурный и противоречивый документ, в котором есть много хороших идей, в том числе взятых из платформы «Наша справа», но он не является стратегически выверенным с точки зрения целей, методы и, как это сказать, степень реалистичности в соответствии с той реальностью, которая есть. Это то, о чем я уже не знаю. Я заключительная речь. Я покидаю Координационный совет, и все, никак его не покину. Да. Я выходила из КС, говорила об этом, выступала на конференции «Новая Беларусь», потом уже делала заключительную статью, теперь уже выступаю типа в качестве независимого эксперта, но все еще продолжаю говорить об этом. Вот. Я считаю, что нам действительно не хватает такого хорошего брейнсторма на конт вот новой стратегии, потому что ситуация меняется. Мы это видим, мы должны на это реагировать, мы должны быть на шаг впереди, а не на шаг позади. Мы должны это предвидеть и иметь на все случаи, ну не на все случаи даже, но представить себе, как мы могли действовать в случае, если ситуация изменится. То, о чем говорит Андрей, то, о чем в закулисье говорят наши партнеры. Вполне возможно обсуждение вопроса возвращения послов в Минск. А думаете ли вы о том, что вместе с Лукашенко, с этим тезисом об оккупации,
вы фактически лишаете правосубъектности Беларусь. Вот. Но это я очень, как это сказать, очень больно сейчас интерпретировала. Я говорю о намеках, которые слышу, но непосредственно в разговоре я это слышу. И, например, то, о чем я говорила, почему policy paper там не читаются, почему вы не читаете рекомендации и так далее и тому подобное. Я об этом писала, в том числе относительно того, что вот мы так разбрасываемся словами. Беларусь оккупована, но она не оккупована. И это надо быть очень осторожными с этими словами и с этими оценками. Она не оккупована, в зависимости, да. Часть суверенитета теряем, да, но есть большая часть суверенитета, которую мы не потеряли, условно, да, мы, в смысле, Беларусь, да, как страна. Вот, к сожалению, это привязано к этой фигуре Лукашенко, да, правителя Беларуси, который контролирует территорию, которого не называют президентом, но по факту он остается там, который контролирует территорию. Это, вот, здесь надо быть очень осторожным и понимать, вот какой это эффект производит на партнеров. И вот на политзаключенных видно, или же на обмене это видно. В Беларуси нет как субъекта ни в каком виде. Ни с точки зрения Беларусь как демократической силы нет. Ни с точки зрения режима Лукашенко нет. Нету. Нас нету. И мы не приняли участие в этом обмене. Или ничего не получили. Ну, может, Лукашенко что-то получил от Путина, я не знаю. Плюшку какую-нибудь, цену на газ на следующий год. Наверное. Но это же не про субъектность. И мы это должны обмерковывать. Это неприятный, болезненный разговор, но это мы должны обсуждать. И это недовольство, которое зреет внутри демократических сил, оно же не только от Егорова. Вы же слышите это? Это же не только Егоров говорит. Можно было бы его там, как там, он там Воскресенский новый, он там готов признать Лукашенко, здравники. Вот, и все, и понеслась опять. Лозунги. Ребята, как бы, давайте остановимся, давайте серьезно сядем, поговорим нормально. Без оскорблений. Open mind, да, надо держать ум открытым. Прежде чем вообще как бы разбрасываться такими словами. Вот с моей точки зрения это необходимо. То, что они выразили свою позицию по поводу того, что Светлана Тихановская, ее мандат заканчивается в 2025 году, что она не национальный лидер, вот здесь все не уравновешено и так далее и тому подобное, это все свидетельствует о том, что меньшинство было исключено из обсуждения. Если оно присутствовало, то к их голосу никто не прислушивался. Когда речь идет о голосовании простым большинством, меньшинство может даже выйти и орать на улице, все равно не услышит. Она не учитывается никак. Не учитывается. Вот и получилось в итоге. Ну что ж, коротко, все ж таки, вот вы агучылі і у нас в эфіры, і потым у іншых сваіх інтэрв'ю словы про тое, что трэба ўсё ж таки Светлане чытаць арыгіналы. Быў нейкі зваротны сувязь, нейкі водгук на ваши словы? От Светланы Георгиевны нет, конечно. Ну, мне писали советники. Надеюсь, что поговорим. Может быть, будет разговор. Посмотрим. Я всегда открыта для разговора. Для хорошего разговора, не для оскорблений и буллинга. Для оскорблений и буллинга до свидос не буду. Не буду разговаривать. С Мартыновой я в одной комнате сидеть за столом не буду. Потому что это человек, который до сих пор не сподобился извиниться передо мной. Но принял участие с удовольствием в буллинге против меня. С такими людьми я разговаривать не буду. Надо уважать друг друга. Надо с уважением относиться друг к другу. Ну так, безумоўна, тут згодны цалкам і прыслухоўвацца да меркавання ўсіх, абмяркоўваць, спрачацца, але не буліць і не зневажаць. Дзякуй вялікі. Роза Турабекова была у нас у чарговым выпуску штотыднёвай аналітычнай праграмы. Дзякуй вялікі, спадарыня Роза. Да сустрэчы. Подписывайтеся, расшэрвайце. Ну, самі ведаеце, што рабіць. Да сустрэчы. Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь. Жыве вечна.